сами по себе повышение артериального давления, как правило, бывают бессимптомными. Тем не менее, действительно бытует мнение, что есть определенные тревожные звонки. И хотелось бы сразу перейти к первому вопросу. Давайте уточним, да, что такое вот артериальное давление, чтобы определить нашу вот сегодняшнюю тематику. И можете далее, в дополнение, рассказать, что измеряется именно вот во время, да, измерения артериального давления. Здравствуйте. Артериальное давление – это то давление, которое кровь оказывает на сосуды наши, на артерии. В момент сокращения сердца, это так называемое верхнее артериальное давление, то, что называют в простонародье, то есть систолическое артериальное давление. И во время расслабления сердца, то есть во время диастолы сердца, это уже у нас будет диастолическое артериальное давление, нижнее. Измерить артериальное давление очень просто, быстро и безболезненно, самое главное. То есть не надо делать никаких серьезных манипуляций. Самое важное – это дома иметь тонометр, то есть препарат для измерения артериального давления. Последние годы очень хорошо, что начали вводить электронные тонометры, только обязательно надо, чтобы манжета, которая накладывается для измерения, обязательно была плечевая, не для запястья, потому что это не совсем точное измерение будет. И с помощью этого прибора можно в течение 2-3 минут быстренько измерить свое артериальное давление и узнать. Вот говоря о точности, да, вот можете развеять миф, то, что вот люди часто переживают, что все-таки данные приборы не совсем, да, точны. Вот как вот врач можете развеять? Да. Ну, во-первых, все рекомендации европейские, американские последние несколько лет говорят о том, что необходимо измерять именно электронным тонометром. Единственное, должны быть соблюдены правила измерения артериального давления. То есть есть определенные правила. К сожалению, не все наши пациенты соблюдают их, и поэтому у нас получается измерения не совсем точные. В первую очередь я хотела бы отметить, что все-таки надо использовать качественный тонометр, то есть он должен быть валидированный специально. Есть сайт, где можно посмотреть, валидация есть или нет этого тонометра. Второе – это использование плечевой манжеты, которая подходит по размеру. То есть вот люди есть, которые с большим весом, с большим объемом рук получается. Им необходимо использовать уже тонометр на широкую манжету, тогда тоже будет измерение более точное. Следующий важный фактор, я считаю, это батарейки, потому что, как правило, эти тонометры, они работают от аккумуляторов, от каких-то батареек, и если эти батарейки не очень хорошего качества, либо если они уже исчерпали свой ресурс, тогда измерения также будут не совсем верными. Поэтому мы, доктора, рекомендуем, чтобы, если используется электронный тонометр, то используйте сетевой, то есть для своего домашнего использования, своим родителям. Я купила тонометр, который работает от сети. Также очень важно положение пациента, человека, который измеряет себе артериальное давление. Он должен находиться в комфортных условиях. Желательно это делать сидя за столом, на удобном стульчике. Рука должна быть опора у руки, то есть он должен поставить ее на стол, эту руку. Освободить от одежды, если это какая-то плотная, тугая. Очень многие пациенты приходят ко мне на прием и начинают закатывать себе рукава, вот здесь все пережимает себя, передавливает и начинает мерить артериальное давление. Тоже это не совсем правильно. Также очень сильно влияет на наше артериальное давление наш эмоциональный фон.